История удмуртской лексикографии охватывает почти 3 столетия. Первые словари, а точнее списки удмуртских слов, появились в первой трети XVIII века в связи с политикой культурного развития страны. Намерение изучать окраинные территории России, народы, их быт и языки. Первый рукописный словарь, содержащий более 350 удмуртских слов, записанных латиницей, создан в 1726 году данцигским врачом Даниэлем Готлибом Мессершмиттом, первым ученым-путешественником по Сибири. В крупнейшем лингвистическом труде той эпохи «Сравнительные словари всех языков и наречий», вышедшем под редакцию ученого-энциклопедиста Петра Симона Палласа, содержатся и удмуртские слова. Этот лексикографический труд стал эталонным и в качестве образца был разослан во все административные и епархиальные центры России. Уникальны труды православных священников, просветителей удмуртского народа. Печатный словарь удмуртского языка, являющийся частью сочинений, принадлежащих грамматике водского языка Вениамина Пуцика-Григоровича, изданных в 1775 году в Санкт-Петербурге. Рукописные, краткий водский словарь с российским переводом, собранный и по алфавиту расположенный села Еловского Троицкой церкви с священником Захарием Кротовым, включающий 5000 слов и составленный в 1785 году, и краткие атяцкие грамматика «Опыт» Михаила Могилина 1786 года, изданные в серии «Памятники культуры Удмуртии» в конце XX века. Большой вклад в развитие удмуртской лексикографии XIX века внесли немецкие ученые Фердинанд Йоган Видеман, финские исследователи Торстен Густав Аминов и Юрье Вихман, венгерский лексикограф Бернат Мункачи. Интенсивная полевая исследовательская работа по сбору и публикации оригинального словарного материала велась с середины XIX века отечественными учеными. Кардинальные изменения в политической системе страны, создание в 1920 году водской автономии обусловило необходимость формирования национальных кадров для работы в государственных структурах и ликвидации неграмотности. Водское кооперативное издательское товарищество «Удкнига» активно занялось изданием учебных словарей. Лексикографическая работа не прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. Удмуртский язык и удмуртское языкознание уверенно развивались, о чем свидетельствует динамика роста количества словарных статей в различных изданиях. Например, удмуртско-русский словарь издания 1948 года включал около 15 тысяч слов. В московском издании 1983 года 35 тысяч, а в удмуртско-русском словаре 2008 года уже 50 тысяч слов. В 1956 году в Москве вышел в свет русско-удмуртский словарь, содержащий 40 тысяч слов, до сего дня остававшийся последним изданием подобного рода. Удмуртский институт истории языка и литературы является академическим центром изучения удмуртского языка в республике. Его сотрудниками и при участии лингвистов из других учреждений и вузов республики и за ее пределами подготовлены и изданы фундаментальные коллективные труды, лингвистические и специальные словари. Всего за годы деятельности института вышло более 20 словарей разного рода. Развитие международных контактов, рост авторитета удмуртского народа и интереса к нему в мире привел к появлению двуязычных словарей, изданных за рубежом, где в качестве параллельного выступают финский, венгерский, английский языки. Национальная библиотека Удмуртской республики содержит в своих фондах и предоставляет читателям собрание самых разнообразных словарей удмуртского языка. Кроме того, словари входят в состав фонда архива печати Удмуртии, предназначенного для постоянного хранения и являющегося культурным достоянием Удмуртии и России. Вики-страница библиотеки Варшут является площадкой, на которой с 2009 года создается альтернативный русско-удмуртский словарь, в который входят новые слова и термины из области политики, экономики, лингвистики, медицины и другие. Развитие цифровых технологий требует внедрения новых подходов к словарной работе. Одной из важнейших задач Удмуртского института истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук является создание электронного национального корпуса удмуртского языка на основе фольклорных, диалектных и литературных текстов XVIII-XX веков.
Министерство национальной политики Удмуртской республики оказывает существенную поддержку в решении этой задачи. Серьезной базой для работы являются оцифрованные книжные памятники и словари, редкие национальные издания, доступные в Национальной электронной библиотеке Удмуртии. Прикладным эффектом данной работы должно стать использование удмуртского языка при работе с современными цифровыми языковыми технологиями, создание распознавателей и синтезаторов речи, автоматических переводчиков, навигаторов, чат-ботов и прочих. Благодаря этому удмуртский язык станет гибким инструментом для научной работы и международного общения, продвижения культуры удмуртского народа в глобальном информационном пространстве.